Почему продолжаются эти перепалки и кому они выгодны? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Кыргызстан отреагировал на вчерашнее заявление пограничной службы Таджикистана и назвал его несоответствующим действительности. 19 октября Управление пограничных войск и ГКНБ Республики Таджикистан по Сагдийской области обвинило Кыргызстан в провокационных действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на таджикско-кыргызской границе. В свою очередь, вечером 19 октября кыргызская погранслужба обвинила таджикских военных в намеренном искажении информации и попытке спровоцировать население приграничных районов на неправомерные действия. Вызывает удивление тот факт, что практически все свои действия по усилению границы в приграничных районах Таджикистана таджикская сторона пытается приписать пограничникам Кыргызстана, отмечает погранслужба Кыргызской республики. Таджикское погранведомство в подробном заявлении с использованием снимков отмечает, что действия отдельных граждан и властей Кыргызской республики свидетельствуют о злонамеренных планах кыргызской стороны. Провокационные действия отдельных граждан Кыргызской республики, направленные на дестабилизацию ситуации, подготовка огневых позиций, создание окопов и траншей, продолжение стягивания дополнительной военной техники и регулярное нарушение воздушного пространства Республики Таджикистан является явным подтверждением злонамеренных планов кыргызской стороны, говорится в заявлении. Как вы относитесь к таким обвинениям? Как вы думаете, кому они выгодны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Управление пограничных войск и ГКНБ Республики Таджикистан по Сагдийской области приводит 24 факта, свидетельствующих о нарушении положений протокола номер 42 от 25 сентября 2022 года. В частности, отмечается в заявлении, кыргызские власти занимаются переброской военной бронетехники к границе с Таджикистаном. Кыргызские военные соорудили укрытие глубиной до 6 и шириной до 20 метров для размещения военной бронетехники и минометных расчетов в левой части водораспределительного узла Головной. Самовольно выставили пограничный пост в захваченном в 2018 году кыргызскими гражданами доме одного из жителей Варуха. Установили постоянный пост на автодороге из Фара-Варух в селе Аксай. Кыргызская сторона заявила, что фотография, которую таджикская погранслужба привела в качестве доказательства, была сделана 21-22 сентября 2022 года в ходе отвода техники от линии границы вглубь Кыргызстана и транспортировки в пункт постоянной дислокации. Проверить приведенные в обоих заявлениях факты по независимым источникам пока не предоставляется возможным. Опубликовав снимки, и Таджикистан, и Кыргызстан обвинили друг друга в подготовке к новому конфликту на границе. По данным погранслужбы ГКНБ Таджикистана, с 26 сентября по 15 октября беспилотные летательные аппараты Кыргызской республики 13 раз нарушили воздушное пространство Республики Таджикистан на территории города Исфара и Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области, которые граничат с Баткенской областью Кыргызстана. С таким же заявлением выступила и кыргызская сторона, заявившая, что после 25 сентября зафиксировала более 10 фактов применения дронов, которые, нарушая воздушное пространство Кыргызстана, вели разведывательные действия. Это уже второй раз за последний месяц, когда Душанбе и Бишкек обвиняют друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Кыргызские пограничники также обвинили таджикскую сторону в использовании мечетей для подготовки наемников и хранения оружия и боеприпасов, отмечая, что на то имеются неоспоримые свидетельства. При этом никаких доказательств приведено не было. Таджикская погранслужба, напротив, утверждает, что в ходе конфликта 16 и 17 сентября кыргызские беспилотники атаковали около 10 мечетей. Как вы относитесь к таким обвинениям? И как вы думаете, к чему это все приведет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.